эпоха Ардзинга, эпоха Ардзинга. Ну, обычно говорят там правление, президентство. Эпоха подразумевает под себя уже вечность, тысячелетия. То есть уже признали его величие в этом плане. Ту задачу, которую удалось выполнить нашему верховному главнокомандующему, не знаю, с чем можно даже сравнить. Наверное, с основателем абхазского государства, царем Леоном. Сделать так, как в принципе все в своей жизни он делал. Блестяще, великолепно. Это как он сказал, я люблю всех абхазцев. От негодяев до самых лучших. Они все мои, я их всех люблю. Говорит. Наверное, раз в 100 лет рождаются такие люди, которые могли бы так в трудный момент принять такое решение и взвалить на себя эту ношу. То есть мы знали точно, что он нас не продаст, что он нас не предаст, что он действительно бьется вместе с нами. Просто у него другой фронт, у него другие обязанности. Это был уникальная личность. Такой личности у нас, наверное, в 100 лет, может, один раз рождается человек. Вот такой был Владислав Григорьевич. Он уже депутат Верховного Совета СССР, а я поехал от Обни в командировку в Москву там, по делам и решил заехать к нему в гостиницу «Россия», они тогда жили. Как раз он уже выступил, вот это уже стал известен в очень больших кругах. И когда я заходил, и фойе такое большое, и вот там в уголке стоят грузины, очень много, человек 20, наверное, 15, и с ними был такой депутат Гамкрилидзе, который поднимал вопросы и по 9 апреля 89 и так далее. И они все что-то бурно обсуждают вместе с этим депутатом. Я поднялся к нему в номер, мы там посидели, там еще пришли журналисты приходили, потом из журнала, я помню, наш «Современник» приходили, общались. И вдруг звонок, и по звонку кто-то говорит: Владислав Григорьевич, хотелось бы с вами поговорить. Из автомата позвонил, как я потом понял. Я поднял трубку, я говорю: это не Владислав Григорьевич, но я ему передам трубку, но кто звонит? Мне же интересно. Он говорит: я из Южной Осетии, Парастаев, Алан, по-моему, Алан Парастаев из Южной Осетии, я хотел бы поговорить с Владиславом Григорьевичем. Я передал ему трубку, и Владислав Григорьевич с ним переговорил, и где вы? Он сказал: я внизу, но не в фойе, а за этим стою. Старик, посидишь, я пойду. Я говорю: нет, Владислав Григорьевич, я пойду с вами. Я помнил, что там стоят вот эти, и не хотел, его, знаете. Пошли, говорит. Без проблем. Мы спускаемся, и вот эта вот группа, я сразу заметил, как они увидели его, до этого шум-шум, и вдруг такая пауза, и все смотрят. А он, не обращая на них никакого внимания, идет и выходит, и за углом навстречу идет парень, такой молодой, и говорит: я вас сразу узнал, Владислав Григорьевич и так далее. Поговорили, я не хотел туда внутрь там встречать, потому что вот они там стоят и так далее. И я вам принес много материалов, документов по Южной Осетии. Я хотел, чтобы вот вы с ними ознакомились. Владислав Григорьевич ему говорит: а почему ко мне? У вас же есть свои депутаты. И там, и другие. И вот в нашу жизнь я как запомнил то, что сказал тогда вот этот Парастаев. Он сказал: у нас из всех один, это вы, который представляет для нас весь Северный Кавказ. Знаете, вот после его выступления, его авторитет насколько был, хотя там их депутаты тоже были довольно активны, помогали Владиславу Григорьевичу, насколько я знаю, но доверие именно к нему было. Вот это вот я всегда Владислав Григорьевич, ни слова не говоря, взял у него эти документы, пригласил его, но он отказался, у меня там дела, и ушел. Вот, будучи депутатом, он уже вынужден был заниматься политикой. Еще раз говорю, он не очень хотел заниматься политикой, он хотел заниматься наукой, он был человек науки на самом деле. Но вот когда
потребовалось, он стал политиком. Когда потребовали, причем политиком выдающимся. Я думаю, что никто с этим не будет. Когда потребовалось, он стал воином. Во Владиславе Григорьевиче я задолго до того, как он президентом стал, знал, что есть такой человек, ученый в Москве, светлая голова, вот наша. Потому что мама моя, она училась в Владиславе Григорьевиче. И они поддерживали связь, и как бы дружны были. И когда я помню, вот я еще совсем там юным был, когда Владислав Григорьевич в советское еще время защитил докторскую, вот я помню по этим телефонам, да, дискам, вот мама заказывала, ну, раньше ж так нельзя было позвонить куда угодно. Вот я назвонила, поздравляла его с тем, что он докторантуру как бы защитил. И поэтому я с тех времен еще знал, и вообще мама рассказывала о плеяде вот, наших ученых, и Дзария наш академик Юрьевич, и Шала Денис Чиналова, и вот эти люди, которые, собственно, не на ровном месте Владислав Григорьевич появился, да, и вот он был продолжателем вот этой блестящей плеяды абхазских ученых, да. Вот, собственно, с тех времен я знал, что в Москве где-то, я не видел его никогда там вживую, но я через свою маму знал, что такая светлая голова у нашего народа есть. Вот. Ну, потом все так завертелось, вот Владислава Григорьевича, можно сказать, народ попросил. Да, там, скажем, вернуться на родину и заняться этими делами, и это бремя тяжелое принять на себя. Вот. Те редкие моменты, там, пару раз, когда я видел, конечно, человек невероятной харизмы. Он сразу с появлением его, вот, ну, все внимание на него переключалось, он особо, я так понимаю, не старался привлечь себе внимание. Ну, человек такой был яркий, светлый, и люди к нему тянулись. Это как бы и я, как и многие другие наши люди, мы все это чувствовали и знаем. Да. Поэтому, честно говоря, когда вот война началась, в сердце, ну, в моем, я знаю, моих близких, друзей, вот каждого, он был в нашем сердце. Ну, он был реально нашим лидером. И, ну, как бы это без пафоса я говорю, без того, что вот, ну, вот такой человек, который всегда рядом, никогда не продаст, не предаст. И он, конечно, был душой нашего народа. Я так считаю. Человек был принципиальный, а у него были какие-то свои принципы, ценности. Он готов и мог отстаивать право нашего народа. Да. В тяжелейших, жесточайших условиях он это делал. Он все удары фактически первым принимал на себя. И, в общем-то, я думаю, это и потом поэтому на его здоровье отразилось и на всем. Вот. Он не мог не пропускать через себя боль народа. Вот. И был такой, скажем, вот эпизод, ну, мои близкие друзья, они были в охране президента еще до войны. И вот был случай, там, скажем, когда какая-то машина вылетела, вот кортеж ехал, и какой-то там офицер, не знаю кто, он нагнулся, он испугался, нагнулся. И Владислав, он говорит, он его подбадривал, говорит, слушай, уже все закончилось. Мы смотрим, говорит, на него, ну, мой друг, вот Игорь Клумба, он во время войны погиб, он был тоже в охране президента. Я с его слов это знаю. Как бы. И мы, конечно, ну, они очень уважали. Вот ребята, которые из Ухана, они очень его уважали. По всем, по его как бы общению с людьми, как он, ну, не было никогда такого, что он свысока на кого-то смотрел, как-то высокомерно. То есть он всегда находил общий язык и на равных общался с любым. Мне кажется, это обязательное качество вот такого народного лидера. На первом курсе в Абхазском государственном университете на историческом факультете мы учились, там наш курс, нам повезло, что Владислав Григорьевич там читал курс лекций по истории древнего мира. Фильмопроектор, там слайды, все так было содержательно, все так было объемно и глубоко. Может, если можно сказать, там муха пролетит где-нибудь, можно было услышать, вот такая тишина была, и слушали только его.
А потом, когда его уже избрали депутатом СССР, он еще оставался директором АБНИ определенное время. И когда мы выходили, я сейчас просто вспоминаю, там выходили на берег пойти кофе попить студенты там, и так далее после лекции. Владислав Григорьевич мог ехать на машине, на служебной, остановиться, выйти. Вот такой был простой в общении, любил своих студентов, уважал. Мог выйти, спросить, как вы, как ваши дела, как учеба и так далее. Потом к нему мы приходили в кабинет несколько раз, когда он еще директором АБНИ был. Вот, и он все время нам говорил, что дальше вы должны учиться, кто в Москву, кто куда. Я, в общем, посодействую. Надо заниматься наукой глубоко. Вокруг все там нас, в том числе, кстати, грузинские ученые все время фальсифицировали историю. И он говорил, что нам не хватает ученых, я буду вам в этом помогать. 14 августа 1992 года никто ни о чем не думал, просто собрались и пошли на войну. Дальше победа. И победа, конечно, потому что такой лидер, как Владислав Григорьевич, был способен объединить весь народ, его несгибаемая воля к победе и народа, и его. И все это вместе мы пришли к этой победе. И можно Владислава Григорьевича назвать, и нужно называть Владислав Григорьевич победитель. Думаю, что нам его просто Бог послал, как все говорят и до сих пор говорят, что Бог послал его, и он смог объединить вокруг себя. Кстати, если сейчас подсчитать, ему было всего 48 лет, когда он победил в этой войне. Это молодой человек, по большому счету, 48 лет. И такой авторитет непререкаемый, что говорили, все любили и уважали его. Вот. С Владиславом Григорьевичем первый раз очно имел такое счастье познакомиться как раз во времена великих перемен, когда старые государства мощные рушились, а нового еще ничего не было создано. Это конец 91 года. Я тогда был один из активистов Народного форума Абхазии, и готовилась провокация против Верховного Совета Абхазии, против нашего депутатского корпуса. Как знает сегодня уже основная масса, наверное, все-таки историю, что в тот момент был блок «Союз», в который входили Народный форум Абхазии Айтглара, в который входила армянская община, греческая община, русская община. Мы все объединились на фоне тех трагических событий, развала мощного, огромного государства, и вставал вопрос сохранить себя как этнос. Владислав Григорьевич взял на себя ответственность перед народом. Мы встретились в здании, уже было вечернее время, в здании парламента. Он вышел, поздоровался с нами. Такая теплота исходила от него и уверенность. Я тогда про себя подумал, человек, который может взять на себя ответственность и знает, что делать, это лидер с большой буквы. Первое, что у меня в голове, это лидер. Да, передо мной лидер, передо мной человек с большой буквы, за спиной которого стоит его народ. И он в любой ситуации, в которой бы не оказался, а он неоднократно оказывался в самых таких тяжелых ситуациях, думал и знал, что за его спиной его народ, и от его слов, и от его действий зависит судьба его народа. Это был, конечно, уникальная личность, и многие люди, те, которые затем после него стали президентами, мои друзья были, в том числе Багапч Сергей Васильевич, Царство ему небесное, они все говорили в один голос: если такой человек не появился бы в Абхазии в тот момент, в тяжелый момент для Абхазии, во время Отечественной войны в Абхазии,
и победы, скорее всего, не было бы. Скорее всего, не было бы победы, по крайней мере, такой победы, как вот мы получилось вот у нас. Он командиров очень уважал, очень с большим уважением, с трепетом относился к ним, спрашивал часто мнение наше. Вот оттуда все пошло. Но самое главное мое знакомство, это была летняя наступательная операция. Летняя наступательная операция, она, как вы знаете, была не очень удачной, в начале особенно, не очень удачной. И вот он поднялся, Владислав Григорьевич поднялся со своей охраной с ребятами наверх. Но, к сожалению, были моменты, когда паника была, абсолютно не замечая взрывов бомб, артиллерийских снарядов, падали артиллерийские снаряды. И он вот встал и ребятам сказал: хватит, говорит, это последний наш шанс, и нельзя, говорит, делать того, что вы делаете. Нужно защитить матерей своих, сыновей своих, дочерей своих, сестер своих, иначе нас, абхазов, не будет на этой земле. Вот его слова были там. И, конечно, он и ругался. И что меня удивило, буквально через 2-3 дня те же люди, которые побросали и ушли, начали возвращаться обратно на фронт. Вот тогда я понял, что все, победа за нами будет, это точно. И вот там он, конечно, сыграл свою огромную роль. Это, конечно, не первый случай. Его судьба, конечно, очень такая насыщенная, тяжелая была, будем прямо говорить, ответственность взять на себя, такую огромную ответственность, когда враг в 40-50 раз больше тебя по численности, о вооружении вообще не говорю. Это не каждый, конечно, сможет, это он смог. Мы, когда через горы перешли, 16 августа мы уже здесь были, ну и остановили нас, встретили на, чуть выше Тарицы. Оттуда мы спустились, нас доставили в пансионат «Осетия». На следующий день к нам приехали Владислав Григорьевич. Дбар был тогда министром обороны. Он поприветствовать, пообщаться, что, мол, якобы спасибо за то, что решили нам помочь в трудное время. Ну и Владислав Григорьевич как-то сказал: если даже, говорит, у вас какие-то проблемы, и вы здесь появились, говорит, каждый из вас с честью может все эти вопросы, как бы смыть. Вот эти вот слова, которые он сказал, для тех непосредственно ребят, которые хотели бы здесь остаться и жить, это было правильным таким высказыванием, что человек, когда он говорил, он заряжал людей и дух поднимал. Это не каждый человек может так общаться с любым, на любом уровне мог он отдельно поговорить с мужиком там, или с ученым, или с военным, и общий язык моментально находил и влияние имел. Это редкость, дар человека разговаривать с людьми и находить общий язык. После этого практически из тех, кто с нами приехал, это восхищались этим человеком. И Султан Сосналиев, мы потом сгруппировались определенной группой и непосредственно выполняли указания Сосналиева и Дбара. Это такая смешная история. Мы когда спускались с гор, мы находились в горах с летчиком ЦУГБ в бригаде. И редко оттуда спускались, можно в месяц раз, в порядок себя привести. И мы базировались, это как раз нам надо было проходить через вот этот штаб, где Владислав Григорьевич находился. И постоянно, когда мы это проходили, он попадался или во дворе, или на улице, он выходил, с нами здоровался и постоянно меня в голову целовал.
И раз, два, три, и я уже, не знаю, кто это такой. И у ребят своих, у Шорова Моэда, у Артура Алоева там, у ребят со своего подразделения спрашиваю, что это за мужик, говорю. Он меня достал, говорю, уже постоянно меня в голову целует, говорит. И они говорит, со смеху закатываться начали. Какой мужик, спрашивает? Я говорю, вот этот, говорит, это который постоянно, говорит, с нами здоровается и в голову меня целует. Это же, говорит, это президент Арзамба наш, говорит, за которого мы воюем. Вот такая вот одна история была. Это как я с ним познакомился. Владислав Григорьевич, опираясь на настоящих патриотов, на людей, которые думали в первую очередь о том, как можно правильно и грамотно организовать защиту своего народа, защиту своего государства, а перевести государство, которое еще толком не состоялось, было только-только формировались его структуры, перевести на военное русло, это очень и очень архисложный такой вопрос. Необходимо было обеспечить снабжение боеприпасами, снабжение вооружением. Не секрет, что да, трофейное оружие было, воевали трофейным оружием, что-то у нас было передано нам еще до войны. Тот полк внутренних войск, который базировался на территории Абхазии, нам передал определенное оружие. Но в противовес с развалом Советского Союза Закавказский военный округ львиную долю вооружения передал Грузии. И один полк внутренних войск, которым было вооружено наше ополчение на тот момент, противостоял вооружению Закавказского военного округа, тому объему, количеству оружия, которое при Советском Союзе готовилось для глобальной войны, для большой войны против блока НАТО. Все эти вопросы, которые возникали перед нашим лидером, решались и решались успешно. У нас появилась и артиллерия, у нас появилась и авиация. Потихоньку формировались батальоны. И всегда во всех вопросах, которые приходилось ему решать, он вникал в каждую деталь, в каждый нюанс вникал, досконально пытался разобраться даже в том, чего, может быть, он не понимал, так как он был историком. И вопросы создания силового блока, вопросы создания армии не совсем, скажем так, прямо были его вопросы. Это в самом начале войны, первый-второй месяц войны, это был отряд специального назначения, в котором было большое количество молодых, совсем молодых ребят. Моя задача была научить их перемещаться на поле боя, научить пользоваться оружием. Каждые, наверное, 10 дней Владислав Григорьевич приезжал и лично смотрел, как у нас проходит учеба. Вникал во все нюансы, начиная от снабжения, кончая обеспечением вооружением и подготовкой личного состава. Если честно, мне было 16 лет, я даже 11 класс не закончил, началась война, и так случилось, что попал я в батальон «Горец», и Владислав Григорьевич перед наступлением приехал к нам. Он приехал к нам перед Хахтюком, и познакомиться, и отправить, наверное, нас с Богом. И построили нас, и он проходился так, и увидел меня, и спросил у меня, сколько тебе, говорит, лет? Я говорю, 18. Я, наверное, выглядел младше, и он переспросил, сколько, говорит, тебе лет? Я говорю, 16. И фамилия, говорит, я говорю, Аджинджал. А Боча, говорит, Аджинджал, кто тебе? Я говорю, дядя мой. А они с Бочей дружили, с дядей моим. Потом, после всего этого, мы сели так втроем, я
Чачхал, Валера Чачхалия такой был, и он. Втроем сели, мы там место было у нас в парке, бревно и кострище, костер там жгли. И сели там и разговаривали, и он говорит, вот после войны, говорит, ко мне придешь, говорит, я, говорит, тебе коня и пистолет, говорит, обещаю, говорит. Ну, там говорили, Валера говорил, что вот, Владислав Григорьевич, надо устраивать этническую чистку, чтобы они, говорит, не вернулись в свои дома, и мысли не было у них вернуться. Ну, Владислав так вдумывался и говорит, ну, Валера говорит, это, говорит, не так уж легко, говорит, сделать, это, говорит, мировое сообщество как будет смотреть на это все, говорит, надо думать, говорит. Ну, обо многом, о чем говорили. Они с Валерой были, во-первых, очень хорошо знакомы. Валера, во-первых, рассказал ему, кто я, что я, и один случай рассказал ему, что я сделал. И, ну, мы с одноклассником, с другом моим у грузин увели УАЗик бортовой с вокзала, когда наши отходили. С боеприпасами, с минами, там, с патронами, со снарядами от гранатомета, от подствольника. Вертолет грузины подняли, этот вертолет летел за нами, обстреливал нас. Ну, мы передали в Ишерах этот УАЗик и нашими минами минировали верхний мост. Владислав это все выслушал и ну, увидел я молодой мальчик, что мне было. Я сейчас на своего сына смотрю, ему 22 года, и думаю, как я в 16 лет, что тогда я, какой я был вообще. Ну, он видел это все, и, наверное, как-то проникся, я не знаю, я ребенок сидит рядом, рассказывает такие вещи. Этот человек был глыбой, от него исходила энергия. Вот сейчас видишь политиков, стоишь с ними рядом, слушаешь их, и как-то от них не исходит той мощи, той силы, которая в нем была. От него исходило это, понимаете. С ним рядом, находясь, как-то вот чувствовал себя как в каких-то вот рамках, понимаете. Мы его не называли Владислав Григорьевич, президент или там. Мы его называли Владислав. Владислав приехал, и все ребята, конечно, были вдохновлены, и этот приезд тоже придал какие-то, знаете, силы, надежды. Тем более он не сидел в кабинете, он знал, что вот мы, молодые ребята, собираемся. Перед этим сбили наш вертолет на Ахбюке, и вот мы собирались идти за ребятами туда, вытаскивать их. И перед этим он, не сидя в кабинете, сидел и там давал приказания, указания, а сам лично приехал, чтобы нас вдохновить и направить в путь. После войны, вы знаете, я как-то стеснялся идти к нему. Долгие годы я это... Ну, ребята знали, мне говорили, давай, пойди, что ты, мол, это... Теперь же он обещал, слышали ребята же, и всегда мне говорили. Ну, я так и не пошел, и вот только после смерти. И мне вручили вот пистолет наградной от его имени. А так сам я постеснялся пойти и просить у него вот это обещание, чтобы он выполнил. Больше всего меня удивило, когда он сам побежал, а охрана не успевала, он в Нижних Ишерах к нам прибежал в окопы. Вот это было впечатление сильное. Не каждый руководитель республики или государства мог бы так поступить, прийти на позиции и поднять дух людям, чтобы люди знали, за что идут, что верховный главнокомандующий не какой-нибудь там кабинетный или еще что-то в этом духе. Он старался приходить к солдатам, приходить и разговаривать. Порой даже, когда мы обращались к нему напрямую по каким-то вопросам, он приглашал, ну, как будто бы мы его 100 лет знали. Так располагал.
Потом подружились до такой степени, что уже непосредственно, если определенные задачи нужно было выполнить, министром обороны с нами работал. Случай такой произошел. Сюда приехали спецназовцы из Кабардино-Балкарии задерживать 2 граждан, уже на тот момент граждан Абхазии, за какие-то нарушения. Но впоследствии мы узнали, что за то, что они хранили у себя оружие там, в республике. Ну и вот тогда я вот поехал и Владиславу Григорьевичу прям домой вечером. Он пригласил меня, ну, даже не почувствовал я, что это глава государства. Ну и вот он говорит, что случилось? Я говорю, вот так, Владислав Григорьевич, вы как-то перед нами сказали, что если наказания какие-то у вас промахи в жизни были, что они здесь и юридически, и физически, говорит, мы отстоим своих людей. А что случилось? Вот так спецназ приехал, говорю, задержали 2 граждан. Он говорит, подожди меня минуточку, зашел и, говорит, дверь закрыл, видно, ругался. И министр внутренних дел, прокурор республики, и говорит, мне бегом ко мне сюда. И тогда министром был внутренних дел Гиви Камукович. И вот он говорит, в чем дело, говорит, почему какая-то структура заезжает ко мне в страну и моих граждан должна увозить. Идите разберитесь. И в действительности, там уже когда выходил прокурор и Гиви Камукович говорит, не переживайте, говорит, мы сейчас разберемся. Он пригласил нас за стол. Я говорю, извините, мы сейчас за столом сидим, но я хочу, говорит, кое-что спросить. Он такой, я, говорит, часто разговариваю, говорит, с кабардинцами, вот не могу понять вот это слово «адре-мудре». У нас были люди неграмотные, и когда разговаривают, они часть вставляют кабардинского языка. Я говорю, ну, это обычно, я говорю, бытовая такая, не литературная, туда-сюда, говорю. А, ну, тогда понятно. Ну, вот такой был, он интересовался и нашей жизнью, особенностей добровольцев. Перед наступлением на Сухум Владислав, мы как раз уезжали в горы, проходили, он опять же нас встретил и говорит, ты когда ко мне в охрану придешь? Ну, такого разговора не было. Но я отшутился и говорю, до Ингура дойдем, говорю. Сухум взяли, до Ингура дошли, все, и мы довольные там. Оружие вот так держим, довольные, идем. Тепло, все. И, про этот разговор забыли совсем. И там он со своими ребятами с охраны стоит. И опять нас увидел, поздравил, всех обнял и говорит, заходи сюда, дело, говорит, есть. Ну, я вместе с ним зашел, а он, оказывается, как раз куда-то на выезд ехать собрался. И говорит, вот сюда в машину садись. Ну, я не понял, я в машину сел, он говорит, все, поехали. И вот с этого, и потом я говорю, а в чем дело? Ну, ты же до Ингура дошел, говорит, да, вот теперь будешь, говорит, все, ты у меня в охране, говорит. Вот. Ну, вот, я забыл, а он запомнил, оказывается, этот договор был. Я не знал. Он всех выслушивал и всегда принимал нестандартные решения, которые молниеносно выстреливали и достигали результата, именно того результата, который нужен был. Он был президентом, но он был простой, он с каждым мог был поговорить и с блатными, если они не понимают. На блатном языке с крестьянами. На крестьянском языке там кто-то, он мог опуститься на тот уровень, пообщаться. Это когда 16 марта прошло, во всех селах, везде в республиках Северного Кавказа хоронили ребят. Ну, как бы я наблюдал, я тогда молодой парень был, мне интересно было. А все говорили и ждали, что скажет Владислав. И когда он выступил,
люди поменялись. Они поникших, не все были поникшие, многие ребята развернулись бы опять и пошли бы в бой, но такое настроение было, много ребят погибло, неудачное наступление и так далее, но после того, когда он выступил, все духом стали. Все духом стали, и его выступление было решающим. Хочу еще один момент напомнить. Многие мои, которые сегодня живые, командиры, помнят этот случай. Это было 13 сентября 1993 года, когда у нас было перемирие, временное перемирие. И фактически грузины себя вели таким образом. 9 сентября вы слышали, знаете, есть архивные документы. Вот здесь вот собрались и митинг, огромный митинг устроили, что абхазов сюда не пустят. Ну, перемирие, им не нравилось это перемирие. Ну и мы, естественно, вынуждены были сделать свои шаги в том плане, что нужно переиграть их, перехитрить. И в этом плане мы преуспели. И в том числе, конечно, в первую очередь это зависело от нашего главнокомандующего Владислава Григорьевича. Он дал команду вообще никому ничего не говорить абсолютно. Более того, мы, командиры полевые, которые находились уже на боевых позициях скрытно, мы не знали, когда вообще будет наступательная операция, когда пойдем мы в наступление. Мы 13 числа пошли туда, в штаб, и начали требовать, чтобы пойти вперед. Вот настолько люди уже были заведены, те, которые остались. Я вам хочу сказать, после наступательной летней операции, вот в Шромской операции внизу, очень много людей погибло, и очень много людей, бойцов наших, были ранены. Ну, многие начали возвращаться, но, по крайней мере, потеряли много людей, личного состава. И поэтому, хотя у нас в количественном плане было не так много бойцов, но, тем не менее, настрой был очень серьезный, плюс ко всему опыт уже большой был. Опыт, это очень важно было. Опыт большой был, и поэтому с малочисленным составом мы пришли туда и попросили, чтобы дали нам команду идти вперед. И тогда он, ну, учитывая то, что у нас не все было в батальонах, в бригадах, чего-то не хватало, вооружения не хватало, патроны не хватали, ну, начали выражать свое мнение, говорить, того нету, этого нету. Он очень долго нас слушал, каждый командир высказывал свое мнение, и он послушал. Вот я хочу просто обратить на это внимание, это очень важно. Послушал и говорит: знаете, говорит, я вот вас послушал, говорит, он аж почернел от того, что мы говорили негатив. Ну, в плане того, что у нас чего-то не хватало, да. И он говорит: я вас послушал, говорит, я понял, что мы не готовы, говорит, идти воевать, освобождать город Сухум. Мы говорим: почему? Ну, потому что вы все выступаете и говорите о том, что того не хватает, этого не хватает. За 3 дня мы не можем дать вам того, чего мы не смогли до этого дать. И вот тогда в один голос все командиры говорят: нет, Владислав Григорьевич, мы пойдем и победим. Разговора нет. Вот тогда он, настолько ему приятно было то, что вот командиры вот так вот высказали свое мнение. Тогда, говорит, идите, и я буквально, говорит, вам приказ пакетом пришлю, и вы убедитесь, говорит, и вы узнаете, когда вам идти. Я вам пока ничего не скажу. Я считаю, что это был очень правильный шаг, потому что информация уходила тогда тоже. И мы до последнего, мы 15 вечера сентября пакеты открыли, и 16 в час дня пошли в наступление. Как вы знаете, наступление получилось очень удачным. За 11 дней фактически мы закончили с городом Сухум, и дальше, как получилось, вы это тоже знаете. Я думаю, что у каждого ветерана, у каждого солдата, который побывал на поле боя, который
является ветераном войны, есть что сказать о своем главнокомандующем Владиславе Ардзинбо. Ну и мне, как и многим девочкам из медсанбата, тоже есть что сказать. Конечно, это была не случайность, наш приход на войну. Это был призыв о всеобщей мобилизации, так как это было от главнокомандующего Владислава Ардзинбо, это было неоспоримо, и мы ушли, одним словом. И вот Шрома, июль 93-го года, бои, минометные обстрелы, и наша скорая попадает, которая везла пропитание нашим солдатам, попадает в засаду. Погибает наш водитель Гена Джикерба. Второй спутник его приезжает весь седой. Это Барцец Рафик. И мы, девочки, нам дали скорую помощь, и мы на полдня отправились на похороны Гены Джикерба. А на обратном пути мы решили заехать в штаб и попросить оружие. Автоматы – это тяжелое вооружение для нас было, но хотя бы пистолеты, потому что было очень опасно, и мы знали, что очень легко попасть в плен. Ну, для себя одну пулю. Мы приехали в Гудаутский штаб, трое нас было, их нас так и называли «Рыжая команда», Вика Жиба, Джульетта Лакоба. Ну, видимо, наши услышали громкие голоса, и зашел Надар Хашба. Когда он понял причину нашего приезда сюда в штаб, он дал нам машину, и нас отвезли в резиденцию Владислава Ардзинбо. Провели к нему, он встретил нас очень тепло, но взгляд был суровый, добрый. Вот как-то одновременно все было смешано, все вот какие-то. И у нас, естественно, были смешанные чувства. Сам главнокомандующий нас принял, и как-то вот это было очень ответственно, как бы лишнего ничего не сказать. Но он сказал нам, что да, я все знаю ситуации в Шроме, и поэтому, конечно, сейчас вас проведут и дадут вам оружие. И уже провожая, уходя, он каждый из нас подошел, обнял и пожелал нам беречь себя. Он так и сказал: берегите себя, сестрички. Ну и вот уже нам выдали оружие, и мы спокойно как-то уехали горделиво, что нас сам главнокомандующий встретил, принял. Ну а второй раз, была еще вторая встреча. Второй раз, это был 94-й год, это первое награждение ветеранов, когда лично Владислав Ардзинбо вручал награды. Ну, думаю, что сильный, уверенный и решительный человек, только такой мог возглавить командование всеми фронтами во время войны. Ну и еще один момент, когда было последнее наступление, это помню, как в войну 41-45 годов кричали там за Родину и так далее. Здесь тоже мы были в Гагаринском батальоне, мы слышали отчетливо, рядом с нами наши ребята кричали, говорили за Родину, за Ардзинбо. Это человек, который вселил дух в нацию на тот момент, который дал надежду на победу, сумел объединить свой народ, да? Естественно, и отношение было такое же к нему. Мы все верили, что это наш лидер, наш главнокомандующий, и ценили его. Один приезд Владислава Григорьевича в Ишеру просто, ну, когда домой он к себе приезжал, или там на позицию куда-то, это людям давало сил, надежды, да, это же, вы понимаете, что значит для рядового, да, солдата, когда его верховный главнокомандующий находится рядом, на войне. Это уже само по себе давало силы, надежды и поднимало дух. Ребята верили в него, действительно, это любой, кто прошел войну, вам скажет, что в то время это был своего рода флаг, символ, да, нашей победы. Поэтому каждый, я думаю, так относился. Даже, по-моему, если не ошибаюсь, Батал Кубахи я как-то рассказывал, что когда он приехал в Ишеру, после этого 2 месяца деревня жила с надеждой, что чуть ли не скоро война закончится. Вот настолько он умел только своим присутствием поднять дух. 98-й год был, когда я поступил на службу
в службу охраны госвласти. Вот. И проработал там с Владиславом Григорьевичем почти 14 лет. Да, в личной охране. Служба охраны, личный телохранитель, да, все ребята, кто работали, любой из тех, кто сейчас помнит это время, он вам скажет, что это была тяжелая работа. Во-первых, послевоенное время, и это определенный отпечаток накладывает, естественно, на жизнь. Ты не видишь своих родных, близких практически круглые сутки. Так же и он, естественно, находясь на работе. Но это большая семья. Когда приезжали в Ишеру, например, я не помню, чтобы он отдельно пошел там обедать в Апацху, да, и если ты находишься с ним на смене, он там не позвал вместе пообедать. Ну, да псу. Он по-абхазски был воспитан и делал это так, как соответствует это абхазскому, да, нормам жизни. Не то, что он там президент, мы охрана, и он ушел там один обедать. Он мог позвать, любил пошутить. Особенно, если кто-то новенький приходил в охрану. Ну, был такой случай, он, где вино у него было, стояло, значит, стоит бочек 7. А он спрашивает его: ты в вине разбираешься? Он говорит: конечно. Давай, говорит, надо мне тут человеку вино дать, продегустируй. Заходят они, значит, он берет шланг, открывает одну бочку, наливает стаканчик и спрашивает: как тебе хорошее вино? Да, ну хорошо. Вторую бочку. Тоже хорошее. И вот так, значит, по всем 7 бочкам проходит и говорит: ну, какой из них лучше? И знаете, Владислав Григорьевич, по-моему, третья, говорит, самая лучшая. Он говорит: интересно, вроде бы везде залито одно и то же. Ну, как бы так, пошутить любил, да. Относился ко всем, так скажу, как дядя, да, как отец, ну, вот, как своим. Не то, что вот, я не помню от него, чтобы он голос поднял на кого-то, да, или, хотя, ну, разные ситуации бывали. Но относился по-отчески, скажем так, по-отечески. Ну и семья, естественно, Родионовна была очень, почему была, она и есть, она очень внимательная женщина. Конечно, многое вместе с ним перенесла, выдержала. Мать, он очень был привязан к матери, любил свою мать, а Шабановна, она знала, кто когда дежурит, какая смена. Всегда интересовалась, почему не вышел человек на работу. У кого-то, может, дети заболели, что такое, очень внимательная была. У нас-то понятно, какое к нему отношение было, потому что мы видели, что это наш на самом деле лидер настоящий. А вот меня всегда удивляло, какое отношение к нему было у добровольцев, которые приезжали. Редкий политик может этим похвастаться, когда вот весь народ верит своему руководителю. Часто ребята говорили, это даже есть вот Сокольский батальон, где бедный Робик Ашуба говорит: Бог нам его послал. عندكم زي شكاج بير Владислав Григорьевич было. يا حما حزيت اجازيت يا حمام خير يا حما لا تليزر слушай البراد عندكم في زيرو زار زي خاطر بقول خاطر حريقه это мужики имеют в Галаджу бой. В политическом смысле он волкодав. Главное, он от души со своим народом сделать все, что можно. Я считаю, что он послан Богом. Он очень много сделал. Я был уверен, что мы все равно выиграем, но намного сложнее это пришлось, и как это бы закончилось, еще неизвестно. А с ним мы были уверены, что мы выиграем. На тот момент, значит, я так думаю, что это нас, судьба так распорядилась, что дала нам такого президента, да, такого лидера. Ну, мне кажется, что на тот момент, да, вот у него получилось как-то. Конечно, и люди с ним рядом были хорошие, достойные, образованные, которые встали рядом, поддержали его, и смогли они вместе это все сделать. Но лидер всегда должен быть, и он оказался в нужное время на своем месте. Первым быть это, наверное, тяжелее всего. Это потом легко говорить, что там были ошибки, там стоило сделать так, стоило иначе поступить, но
Нет людей, которые не ошибаются. И, наверное, он сделал все, что мог на тот момент. И после войны, в блокаду, в тяжелейшие для республики времена, я так считаю, что все возможное сделал. Во время войны, после войны были тут процессы какие-то, миротворческие дела были, заставляли нас как-то с Грузией, чтобы какие-то контакты нашли серьезные, приезжали генералы, он с ними особо не церемонился. Он вел себя как хозяин Абхазии и как настоящий мужик. Ни в одном вопросе он нигде не промазал, я вот так считаю. И на сегодняшний день, конечно, нужно иметь это в виду и делать выводы. И то, что завоевано, то, что сделано, конечно, нам нельзя потерять. Огромная, колоссальная доля того, что мы выстояли и смогли это все выдержать, это именно он. Вот. Ну, как бы я не хотел бы, чтобы мы его в бронзе сейчас отливали, потому что у него и свои слабости были, и свои ошибки потом уже после войны. Он мне таким близок. Вот. Я считаю, что и если любой человек, который его не знал, и сейчас молодые люди, они могут видеть его фотографии, какой у него озорной взгляд, всегда живой. То есть он, это был живой человек со своими эмоциями, он мог ошибаться, мог там, может быть, в чем-то заблуждаться, но он всегда был искренен. И вот эта искренность, она, конечно, подкупала. Вот. И я счастлив, рад, что я был как бы современником этого человека. Мне повезло родиться в одно и то же время и видеть. Вот. И, к сожалению, мы так рано его потеряли, но при всем при этом я думаю, что это глыба, конечно. Это личность, которая в самый тяжелый отрезок истории Абхазии была Богом дана, и благодаря его усилиям, его уму и его способности вести переговоры, разговаривать, сегодня есть такое государство независимое, как Республика Абхазия. Сегодня с нами считаются, нас начинают одно государство, второе, третье, четвертое. Вопрос признания решается. Идет движение. Для меня Владислав Григорьевич, или он основатель нашего государства. На одном уровне даже может быть Владислав Григорьевич чуть-чуть выше, потому что, возможно, ему более тяжелое время выпало. И те вопросы, которые он решал, в 1000 лет один раз, может быть, получается. И в случае неудачного решения или ошибки последствия могли быть, просто мы могли исчезнуть с политической карты мира, и этнос наш, может быть, вообще прекратил бы свое существование. Огромное спасибо Всевышнему, что в этот момент наш лидер был Владислав Григорьевич. Яханза сус, агурачка шизгац, сынхон, зикшейпш сынхон, ахаса сгу, мапчакам нитыхоз, избон, уртсым яква, зик сара, Из Herz стахом зигерты, сырпырти дот, хторых язнежны, сарасвал, эснайк сарасаджин,
сызцон еснагь, аиаша ахыц хырҭан, исшәон, исзон зегьы, сызҿыз зегьы, сызнысуаз амҩақәа, избон, исҳәон зегьы, зегь сара стала. Иҟан аамҭақәа са сзеихьанҭаз, еидарак шьҭыхны, ԥхьаҵатәыс иансоу, убрагь иамыз, сшьамхы сеихон, сҽаԥсадны, аидара исырҭаз, амҩаҵә иансоу, убрагь избон, зегь сара стала. Зегь шәеиԥш сгәырҩон зынгьы, зынгьы сыччон, урҭ схьаақәа шәцәыҵәах, уажәазы зегь хәмарран сҳәоит, ианба зынӡа урҭ сылабжышқәа, иахьа зегь шәҿаԥхьа исҳәар, сгәаҵа иҭыхо, зегь санашәыжьру, еснагь иахьыҟасҵоз, зегь сара стала. Ауаҩы дуаҩхарц, дзынҟьо, дзынԥо, ак ус имкын, ԥхьаҟа дцалар, иаизынирҳәоит, ҭоурыхны ирҳәоит, аӡәыкны ирҳәоит, дфырхаҵамзи, убраҟагь сбирах, камышьқәа искын, убригь сара стала. Зегь сара стала.